Сегодняшнее непростое время требует сплочения всего общества, объединения ресурсов и вклада каждого в решение сложных задач. И таких примеров с каждым днем становится все больше, и все они заслуживают уважения и поддержки. Бизнес в России сейчас переориентируется на производство необходимого инвентаря, оборудования, обмундирования для нужд специальной военной операции. С наступлением холодов особенно актуальна теплая, качественная одежда для мобилизованных. Но сейчас вот готовимся к пошиву мужских костюмов камуфляжных. Вот, ну а на данную минуту у меня вот нижнее белье мужское у нас тут есть. И вот теплые мужские кофты. Хоть куда. Хоть пир, хоть в мир. Марк является производителем одежды, и у него есть магазин специальной экипировки, а также собственная швейная фабрика общей площадью около 600 квадратных метров, на которой он начал производить одежду для мобилизованных. Еще Марк поделился, что не только продает одежду по доступным ценам, но и безвозмездно помогает мобилизованным спецодеждой. Считает это своим скромным вкладом в решении важных задач. Неоднократно сталкивался с ситуацией, когда там, где я заказывал, просто не хватало на меня. Так как мы находимся все-таки в отдаленной части России, Дальний Восток, Владивосток, сюда немногие доходили товары. Вот. И тогда уже пришла идея, что нужно самим брать и шить то, что необходимо. Вот. Тогда и, в принципе, зародилась идея о создании фабрики. В общем, тогда как раз продавалась фабрика. И я купил эту фабрику и потихоньку отшиваю одежду. Ткани в основном отечественные, но и есть и привозной материал из Южной Кореи и Турции. Современное оборудование из Японии и Кореи позволяет изготавливать большое количество материала, но самой главной проблемой фабрики является нехватка персонала и рабочих рук. С этой проблемой справляются сами, задерживаясь на работе и все свободное время тратя на производство одежды. Лидия Гасанбалаева, Владивосток.